30 самых успешных проектов. Не отчетности ради, а чтобы показать, как сегодня живет республиканское отделение общества инвалидов и чем гордится. Председатель организации Маргарита Колпащикова начинает встречу с небольшого исторического экскурса. Доступная среда, спорт без барьеров, уроки доброты и еще десятки важнейших проектов, которые значительно изменили уровень жизни людей с ограниченными возможностями в Коми. 30 лет назад, когда в России только зарождалось общество инвалидов, среда во всей стране действительно была практически недоступной. О доступности наших всех специализированной медицинской помощи, гинекологии, рождения, о том, чтобы приобретались кресла с подъемниками. Но когда начали это заниматься, выявили, что они нужны и для мужчин. И не всегда, и там в проктологии, и да, изменилось значительно. Некоторые регионы сразу приобрели эти кресла с подъемниками, поняли, что это удобно всем. Понимаете, как уже в мире существует не просто доступная среда, а универсальный дизайн. Это удобно всем. После 40 лет все начинают ощущать какие-то ограничения в своих возможностях, особенно в передвижении. Потому что пока человек ходит, он не понимает, не знает, сколько ступенек. Поверьте, я знаю количество ступенек в своем городе везде и всюду. Мы были первые инициаторы проведения фестиваля творчества инвалидов еще в начале 90-х. И тогда только возможности, в частности, доступной среды, были крайне ограничены, а талантов много. Сразу все не сделаешь, слава богу, процесс прошел в части создания равных возможностей, транспорта, но это не умаляет нашей активности. Как говорится, где легко, жить хочется, общаться хочется. Поэтому находим разные возможности, чтобы и проводить мероприятия, и люди, в частности, и на коляске, с другими непростыми формами инвалидности, смогли в них участвовать. Конкурс бардовской песни, который в эти дни проходит в Коми, получил большой отклик у гостей из разных регионов страны. Ведь творчество, как сегодня здесь говорят, не только способ самореализации, но и лучшее лекарство от всех недугов. Просто почувствовать себя точно таким, как все. Для счастья им много не надо, но и за этим большая работа огромного количества людей. Партнеров на самом деле очень много, а людей, которые нас поддерживают, тоже много. Представители органов власти, наверное, я не скажу, что все абсолютно, но у нас есть свои уже представители в органах власти, которые нас понимают. И в связи с этим даже можно говорить, что, например, благодаря вот этой работе партнерской приняты законы там, о квотировании рабочих мест для инвалидов, да, о дополнительном перечне технических средств реабилитации. Это потому, что нас слышат, нас понимают, и это происходит. Система мониторинга проблем людей с инвалидностью, организованная в Коми, это тоже серьезный повод для гордости. Все выявленные проблемы передаются органам власти для их дальнейшего решения и воплощения в жизнь одной из главных для региона задач – сделать Коми республикой равных возможностей для всех и каждого. Александра Головина, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.